Wow. In my tithing, I'm not supposed to obey you. Я плачу десятину, и поэтому я не должна слушаться тебя в этом. Я слушаюсь Иисуса. Well, I'm telling you that we don't want you to give but 10%. А я говорю тебе, что ты не должна давать больше, чем 10%. And she began to cry. Она начала плакать. She said, Sir, Она сказала, сэр, you're the one that taught me about faith. ты рассказал мне о вере. I'd never heard about faith before. До этого раньше я никогда не слышала о Said, вере. you're the one that taught me. Ты тот, кто But рассказал I и see научил that you меня. don't have any. Но я вижу теперь, что у тебя нету у самого веры. I said, I'd like to tell you something. Я сказал, я хочу сказать тебе что-то. She said, I've had more money in the last 3 months. Она сказала, у меня за последние 3 месяца больше денег, I've had more clothes the last 3 months. больше одежды за последние 3 I've месяца. had more food the last 3 У меня months. появилось больше пищи за эти I've had последние the 3 most месяца. joy I ever had in my life И у меня больше радости, чем за всю мою жизнь. in the last 3 months. За последние 3 месяца. Says, всё I это. only have one problem. И у меня есть только одна проблема. You. Ты. You can have a faith that others don't understand. У вас может быть такая вера, которую другие не понимают. You can have a relationship with God they Вы don't можете understand. иметь отношения с Богом такие. And so faith is a personal thing. Вера — это что-то личное. It can grow and increase and become great. Может расти, возрастать и стать великим. And the first instance of it in the Bible И первое, о чем говорит Библия, is the second generation of human beings. это было во втором поколении людей. A boy had faith, У этого парня была вера. and he gave the best that he had. И он отдал лучшее самое, что у него было. It still made me angry. Это тоже разозлило I меня. said, I don't like this business of making you give to God. Я сказал, мне не нравятся эти дела, о которых говорится, что я должен отдавать Богу. And but God began to speak to me. А Бог начал говорить мне. And he says, where your heart is Он сказал, где твое сердце? where your money is. Твое сердце там, где твои деньги. If you don't give it to me, Если ты не отдаешь их мне, you don't love me. то ты не любишь меня. I'm checking on your love. Я проверяю твою любовь. And when you love me, Когда ты любишь I меня, give back to you. я отдаю тебе назад. And God was teaching me Бог учил меня of the realities of faith. о реальности веры. Hallelujah. Аллилуйя. Hallelujah. Аллилуйя! I could give you so many instances today Я столько много могу сказать вам сегодня, of what God has done. столько примеров того, что Бог сделал. When I went out to preach, Когда я поехал проповедовать, I only had 65 cents. у меня было в кармане 65 центов. I had no money. У меня не было денег. When I started around the world as a missionary, Когда я начал ездить по миру как миссионер, I had $12. у меня было $12. No church, no denomination, Ни одна церковь, ни одна деноминация just trust in God. не поддерживала меня, просто доверял Богу. And I have discovered Him И я обнаружил его, in 65 years. и я нашел его за That 65 God will лет, never let you down. что Бог никогда не понизит And that тебя. God loves you. И Бог никогда не принизит And тебя, when Он you любит give to тебя. God, Когда ты даешь Богу, He has to give to you. Он должен давать тебе. It was Jesus that said, Иисус сказал, give, давайте, and it shall be given unto и you. дастся вам. You don't give because of the preacher. Вы не даете из-за You проповедников, don't give because of the church. не даете из-за того, что есть церковь, You give because of your divine relationship with вы God. даете из-за того, что у вас есть божественные отношения When с you don't Богом. give to God, Когда вы не даете Богу, you're selfish. то вы You want to эгоистичны. keep it for selfish reasons. Вы хотите удерживать деньги по эгоистичным Just причинам. your own self. Для себя. But when you start giving what God tells you to Но give, когда вы начинаете давать то, что Бог говорит вам давать, God starts giving to you. Бог начинает давать вам. You said, does it really work? Вы можете спросить, действует ли Yes, это? it works. Да, это действует. We have 12 television stations. У нас есть 12 телевизионных станций. God told me Бог сказал мне, that He needed a voice in the air, что ему нужен голос в воздухе. and that Christian leaders should have television stations. И что у христианских лидеров должны быть телевизионные станции. Well, I thought He was going to get somebody else.
Я думал, что он кого-нибудь другому скажет это сделать, но Бог сказал мне. He said, I will give you television stations. Он сказал, я дам тебе телевизионные станции. I said, I'd like to tell you something. Я сказал, я хочу сказать тебе что-то. I don't have any money. У меня нету никаких денег. I don't know how to get a television station. И я не знаю, как построить телевизионные станции. And so you can get somebody else to do it. Поэтому скажи кому-нибудь другому, чтобы он делал what это. Did God say? Но Бог сказал. Nothing. Что Бог сказал на это? Because Ничего. God never responds to stupidity. Потому что Бог никогда не отвечает на глупость. And that's the reason he don't talk to a lot of people. Вот почему, по какой причине он многим из людей не говорит. He doesn't like to waste his voice. Ему не нравится попусту тратить свой голос. I was in Washington, D.C. Я был в Вашингтоне. And there was a man walked up. И подошел человек. I'd never seen him before. Никогда раньше его не видел. I'd never heard of him before. И никогда не слышал о нем раньше. He said, Summerall, Он сказал, Самрал, I have a Christian television station. у меня есть христианская телевизионная станция. And you ought to have it. И ты будешь иметь ее. Who said so? Кто так сказал? He said, I feel that way about it. Он сказал, я чувствую так. He said, I want you to buy this one. Он сказал, я хочу, чтобы ты купил ее. I said, how much? Я сказал, сколько стоит? He said, $1 million. Он сказал, $1 миллион. And says it's worth 4 or 5 million. А стоило 4-5 миллионов. But I want you to have it. Но я хочу, чтобы ты купил ее, имел. He says, I'll be up to see you tomorrow. Сказал, увижу тебя завтра. So he came to my office. Пришел в офис. And he brought some papers with him. Он пришел ко мне в офис и принес бумаги. He said, sign right here. Сказал, подпиши здесь. For $1 million. За $1 миллион. Honey, I had never seen $1 million. Друзья, я никогда не видел $1 миллион. I didn't know how much $1 million was. Я не знаю, как это много, $1 I'd миллион. always had little bits of money. У меня всегда мало было денег. God said, sign it. Бог сказал, подписывай. I said, when we don't have the money, сказал, но у нас нету денег. They'll come looking for me. Ты ищешь меня? And I'll say, God told me to do it. Я сказал, Бог сказал ты мне делать это. And they won't be able to find you. И поэтому меня никто не найдет. Say it. Get the anointing going in you. Пусть помазание течет в тебе. And I said, what can we do then? Я спросил, что нам нужно делать тогда? He says, if you'll sign it, он сказал, если подпишешь, I'll provide for it. Бог сказал, если подпишешь, я дам все, что нужно. So I signed it. Поэтому я подписал. And the man stood there and smiled. Этот мужчина встал и улыбнулся. He says, it's so much pleasure. Он сказал, такое удовольствие to do business with a rich man. Делать бизнес с богатыми людьми. A rich man. С богатыми людьми. I didn't have any money. У меня не было денег. But I didn't say you're wrong. Но я не сказал, что у меня Because he нет. might have been speaking prophetically. Потому что, возможно, он говорил пророчески, That there was going to come some money. что будут деньги. So I said, now Lord, we got to do something. Я сказал, Господь, нам нужно что-то сделать. This was our first station. Это была наша первая станция. Within 2 weeks, Через 2 недели a man, just like some of you men, один человек, такой же, как вы, he was sitting in a meeting, сидел на одном из собраний. but I never met him. Я никогда не встречал его раньше. He was a medical doctor, Он был врачом. and he had a feeling in his spirit. И он почувствовал в своем духе. Send Lester Summerall $94,000. Пошли Лестеру Самралу $49 тысяч. So he made out a check. Ой, он сделал чек. $94,000. Извините, $94 тысячи. When I got it, Когда я получил его, I'd never had one that big before. никогда раньше так много не I said, получал. "Woo, Я сказал, о, thank you." спасибо. The Lord said, don't do that. Господь сказал, не делай так. Because you've never bought a TV station before either. Ты же никогда не покупал телевизионных станций, I правда? see. Ага. Because Теперь I signed my понимаю. name, Из-за того, что я подписал свое you're имя, responding to it. ты отвечаешь теперь The на это, next Господь. week, На следующей неделе another medical doctor, еще один врач. he gave me $65,000. Он дал мне $65 тысяч. I didn't know him either. Я тоже его не знал. Just a doctor in one of the hospitals. Врач в одной из больниц. And I said, that's something. Я сказал, это что-то Never got замечательное. offerings like that before in my life. Никогда таких пожертвований в своей жизни не получал. God said, and you never signed your name like that before in your life. Бог сказал, и не подписывал никогда таких контрактов раньше, правда? The day came Настал день, to take the station over.
когда нужно было брать эту станцию, у нас было точное количество денег, которое нужно было заплатить. Мы до доллара. У нас была вся сумма. Бог сделал это. Что такое вера? Вера — это действие. Это что-то, что действует внутри нас. Я подписал имя, да не было денег, чтобы платить. Я не прошу, чтобы вы делали такое. Возможно, это не будет действовать. Бог должен сказать вам, если делать так. Если Бог скажет делать так, то тогда все отлично. И теперь у нас 12 станций. Они все пришли как чудо. Ни одна из них не пришла естественным путем. И ни на одну из них у нас не было денег. Но Бог послал после того, как я подписал имя. Бог хочет, чтобы вы доверяли Ему. Доверие — это большое слово. Сколько у вас есть веры? Насколько вы можете доверять Богу? О, я могу доверять Богу очень сильно. Но у вас тогда не очень много веры. О, я буду учиться доверять Богу больше. Тогда вера ваша будет расти. Я могу доверять Богу за что-то большое. Тогда ваша вера будет большой. Бог хочет, чтобы у нас была вера, но нам нужно знать, что это такое. Не поймите меня неправильно. Если вы попытаетесь получить что-то эгоистично, чтобы удержать это для себя, то вы тогда не действуете в сфере духовной веры. Я никогда не просил у Бога чего-то для себя лично. Это было для Царства Божьего, чтобы строить Царство, чтобы люди спасались. И если у вас в сердце есть правильные цели, то вы увидите величие Бога. Аллилуйя! Это немного о том, как вера начинается. Вера, она относится к щедрому дарованию, которое вы даете Богу. И Авель показал, как это делается. Следующий пример веры мы видим в Евреях 11 главе. Это 7-е поколение людей. So Abel was the second generation. Авель был во 2-м поколении. 5 generations later, 5 поколений спустя God found a man of faith. Бог нашел мужа веры. Isn't that amazing? Это удивительно. He don't seem to find a lot of it. Он не очень много нашел за 5 предыдущих поколений, потому что мы любим больше сами себя, чем Бога. И то, что мы делаем, мы хотим удержать это у себя. А Бог — великий даятель. Бог дает нам. Посмотрите на меня. Через несколько недель мне будет 82 года. За 65 лет я ни разу не болел. Врачи говорили мне, что я умру. Если врачи ждут, что я приду к ним, то они лучше должны сделать из этих больниц какие-нибудь заводы. Я уже 65 лет живу в здоровье. Вы можете сказать, но это случайно. Это может быть случайно. Это великая случайность. Иметь чудесное здоровье. Через 150 народов мира. Когда ешь всякого рода пищу, очень часто спишь на полу и живешь очень простой жизнью. Несколько месяцев назад мы были в Китае. Мы видели там самую простейшую жизнь, которую только можно себе представить. 80% всех китайцев живут в деревнях. 1500 miles inland in a village. И мы были 15 тысяч миль внутри страны.
We had to travel at night because of the police. Нам нужно было ездить ночью из-за полиции. Because I wasn't supposed to be there. Потому что я не должен был быть там, по их мнению. It was very hard. Было очень тяжело. We arrived at the village at 6 o'clock in the morning. Мы приезжали в деревню в 6 утра. There were 200 pastors waiting for us. 200 пасторов ждало нас. They said, have a cup of tea. Говорили, попей чашку чая. Thank you. Спасибо. Are you ready to preach? Готов проповедовать? Yeah. Да. Give us 4 hours. Ну дай нам проповедь на 4 часа. 4 hours? 4 часа? That's kind of a long sermon. Длинная проповедь. Not very long. Не очень длинная. Just 4 hours. Всего 4 часа. So I preached. Я проповедовал. 4 hours. 4 часа. Then they said, затем они говорили, have a cup of tea. Выпей чашку чая. Give us 4 hours more. Проповедуй еще 4 часа. So I taught for another 4 hours. И еще 4 часа проповедовал. They said, it's time to eat. Они сказали, время покушать. So they cooked up some приготовили пищу. And we ate it. Мы поели. He says, time to preach. Сказал мне он, ну, теперь время проповедовать. 4 hours. 4 часа. Then they said, want a cup of tea? Затем сказал, попей чашку чая. Хочешь чай? Yeah. Да. Had a cup of tea. Попей чай. He said, 4 hours. И потом 4 часа. Night came. Ночь настала. They said the police may be following you. Говорили, возможно, полиция следует за нами. Get out of here. Уезжай. So I had to travel by very primitive. И я должен был ездить очень простым образом. Including an ox cart. Включая поездку на воловьих повозках. Я говорю об этом годе, не о 1000 лет назад. Но вам нужно было бы видеть этих людей. Когда они молятся, я плакал. Была такая интенсивная молитва. Такая духовная сила. Такая любовь. You had to cry when you heard them pray. Вы могли только плакать, когда слышали, как они молятся. Then they tell their stories. И они рассказывали свои рассказы. Over 100 raised from the dead. Около 100 человек были воскрешены из мертвых. That young man had been dead for 4 hours. Вот этот молодой человек был мертв 4 часа. That woman had been dead for 2 hours. Вот эта женщина была 2 часа мертва. And we rebuked death. И мы запретили смерть. They're alive right now. И вот теперь они живы. And you say, who? Я говорил, о. They fast and pray as much as 30 days and nights at one time. Однажды они постились и молились 30 дней и ночей. The whole church does. Вся церковь. And they have a relationship with God. И у них есть отношения с Богом, that most people don't have, you see. Которых большинство людей не имеют. Their intensity brings them into a close relationship with God. Эта интенсивность приводит их в близкие отношения с Богом. They're like the New Testament. Они, как в Новом Завете, food, когда нету пищи, they all eat it together. Они собираются и едят все вместе. If there's work to do, когда нужно делать работу, they all do it together. Они все вместе. Because many of them have been killed and some of them are in prison. Многие из них были убиты, многие брошены в тюрьмы. But there are people that have faith in God. Но есть люди, у которых есть вера в Бога. And they give so wonderfully to anybody and to everybody. И они дают замечательным образом каждому, всем. But the people люди, had a very primitive lifestyle. которые живут обычным очень образом жизни. I slept on a board. Я спал на деревянной подстилке. Right на таком же материале, который здесь I есть. With my head on. Я спал просто без подушки. With my overcoat on. Спал в своей одежде. Shaking and trembling because I was freezing to death. Трясся, потому что было холодно. But when it came to preaching, но когда нужно было проповедовать, you came alive. Я опять оживал. Дух его выходил из моего духа. Я чувствовал силу Всевышнего Бога. Бог делает великие дела. И я знаю, что мы живем прямо сейчас для Него. Для меня кажется, что сейчас самый великий момент церковной истории. Доказательство этого сейчас здесь. И там, где мы были вчера вечером, и вчера мы крестили 678 человек. Крестили их в воде вчера.
Они сказали, что это самое большое водное крещение, которое было в России. Бог движется своим духом. Аллилуйя! 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 Очень здорово быть живым. Очень здорово иметь Святой Дух. Очень здорово иметь силу Божию. И очень хорошо знать, что такое вера. Бог сказал, что у Еноха была вера. Что такое вера? Ходил с Богом. И Бог называет это верой. Что такое вера? Это хождение с Богом. Не хождение с миром. Не то, чтобы быть такими, как мир, но быть как Бог. А не как грешники. Не хватать то, что хватает грешники, но брать то, что Бог имеет для нас. Итак, Енох был в 7-м поколении. За 7 поколений до этого у него был пра-пра-пра-пра-пра-дед, которого звали Адам. Адаму было 69 лет, когда Енох родился. И он жил 190 лет. Поэтому он жил больше 400 лет, поэтому они 300 лет жили вместе. И Адам мог рассказывать этому молодому человеку. Я ходил с Богом перед тем, как я согрешил. Мы ходили вместе. В саду мы ходили вместе. У нас было общение. У меня и у Бога. Мы ходили в саду вместе. И мы говорили друг с другом. And the little boy said, Grandpa, и маленький мальчик говорил, прадед, я хочу ходить с Богом. Don't ever ask a sinner anything, you know. Не просите ничего у грешников. Nor a backslider. Не просите ничего у тех, кто отпал от веры. They don't know anything. Они не знают ничего. He said, no. Он говорил, нет. We haven't seen God now for 7 generations. Мы не видели уже Бога 7 поколений. He's not walked with anybody since he walked with me. Он уже не ходит ни с кем с тех пор, как ходил со мной. He won't ever walk with anybody again. Не будет ни с кем опять ходить. And the boy said, а мальчик говорил, I'm going to pray я буду молиться, for God to walk with me. Чтобы Бог ходил со мной. Now, he only lived 365 years. Он жил всего 369 лет. He was taken up to heaven. И он пошел на небо. But he began to pray. Он начал молиться. And one day, while he was out plowing, и однажды, когда он пахал, he felt something behind him. Почувствовал что-то сзади. He said, "Who's there?" Сказал, кто там? God. Бог. God? Бог? I never expected to see you. Никогда не ожидал увидеть тебя. There's our big problem. Это твоя большая проблема. We pray, but we don't expect anything to happen. Мы молимся и не ожидаем, что что-то произойдет. God says, I've come down to walk with you. Бог сказал, я сошел, чтобы ходить с тобой. Walk with me. Ходить со мной. Just come on, put your arm out here. Давай, возьмемся за руки. Let's get going. И пойдем. And the Bible says, и Библия говорит, Enoch walked with God. Что Енох ходил с Богом. He walked with God. Он ходил с Богом. Now it made him different from others. Возможно, это делало его не таким, как остальные. When he got home that first day, когда он возвратился домой в тот день, he said to his wife, сказал своей жене, Darling, дорогая, I've been walking with God. Я ходил с Богом. I've been noticing you. Это заметно по тебе, you acting mighty strange. Что ты ведешь себя немного странно. I'm going to have the men to build a box and put you in it. Я попрошу, чтобы построили ящик и засунули тебя туда. You are getting dangerous. Ты становишься опасным. Talking about walking with God. Говоришь о хождении с Богом. There are people in this city. Есть люди в этом городе, can't understand why you're here tonight. которые не могут понять, из-за чего вы собрались здесь сегодня. There may be people in your family. Возможно, люди есть в вашей семье, who wonder why you came tonight. которые думают, для чего они ходят сюда? Потому что у них нет познания такого о Боге, какое есть у вас. Walking with God is a solitary walk. Иногда хождение с Богом – это что-то одинокое. Even your family don't understand you. Даже когда ваша семья не понимает вас. And your neighbors. И ваши соседи.
Come over and dance with us. Пойдем потанцуем с I don't нами. dance anymore. Я не танцую больше. Have a drink of vodka. Пойдем попьем водки. I don't drink vodka Я не anymore. пью водку больше. Well, say something. Что с тобой? Don't just look at me. Не смотрите на меня. When God comes into your heart, Когда Бог приходит в ваше you сердце, become a different person. вы становитесь другим You don't человеком. walk with the world. Вы не ходите с миром, You walk with the Almighty вы God. ходите с всемогущим Now, the Богом. Bible calls that faith. Библия называет это верой. Faith is like a diamond Вера — это как бриллиант, with 54 facets. в котором 54 They грани. all glitter with light Они все сияют светом and with beauty. и красотой. And faith is that way. И вера точно так It's же. not one thing. Это не что-то одно. It's many things. Это что-то One множественное. walked with God Один ходил с Богом, by giving generously. другой давал щедро. Another walked with God Енох ходил с Богом by separating himself и отделил себя from the world around about. от мира, который был вокруг него. His spiritual life Его духовная жизнь of not walking with sinners. была такой, что он не ходил с грешниками. They couldn't understand him. Его не могли понять. The men would see him. Люди видели его. There he goes. О, вот он идет. He's got his arm out. И всегда руку держит так. But there's nobody there. Но там нет никого. Nobody there. Никого нету. You say, why? Почему? God was not revealing himself to sinners. Бог не проявляет себя He грешникам. was revealing himself to a man that walked with Он him. проявил себя человеку, который ходил с ним. And they walked together И они ходили вместе for a long time. долгое время. And one day, И однажды, as they were walking along, когда они шли, you know, old friends have a lot to talk about. вы знаете, у старых друзей есть много о чем They were поговорить. talking about some of the beautiful things that had happened between them. Говорили о чем-то чудесном, что происходило между ними. And Enoch said, И Енох сказал: oh God, «О Бог, if you don't mind, если ты не возражаешь, I've got to get back home. мне нужно сбегать домой. If I'm late for dinner, Если я опоздаю на ужин, my wife would get so mad. жена так разозлится. Said she might even throw the dinner out, I won't get any. Даже может выбросить весь ужин, поэтому у меня не Would останется you ничего. excuse me and I'll walk with you again tomorrow? Извини, завтра опять встретимся и опять будем ходить. And God said, И Бог сказал: well, why don't you eat dinner with me tonight? почему бы тебе сегодня со мной не поужинать? Oh, Да. I've never eaten with you before. Никогда с тобой раньше не ужинал. Well, says, why not go home with me? Ну, пойдем тогда со мной домой. Why not just stay forever? И можешь там остаться навсегда. Your wife will be up there soon anyway. Твоя жена все равно скоро придет туда. He said, I don't know how to do it. Сказал: я не знаю, как это сделать. Well, he says, I will just touch you. Бог сказал: я коснусь тебя, And gravitation will turn you loose. и силы притяжения, они ослабнут. And you will come with me И ты пойдешь со мной up to heaven. на небо. Well, I've never been there before. О, я никогда раньше там не был. No, but you can go there today. Да, но ты сегодня пойдешь туда. I want to walk with you, God. Я хочу ходить с тобой, Бог, Even down Golden Street. по золотым улицам. And so God touched him. Бог коснулся его, And his body became immortal. и его тело стало не гниющим, Changed with the power of God. бессмертным, изменилось силой Божьей. And up he went with God. И он пошел наверх с Богом. He looked back down. Посмотрел вниз. Oh, he says, there's Russia. О, вон Россия. It sure is small. Очень маленькая. God said, don't ever forget it. Бог сказал: никогда не забывай об The этом. whole thing is small down there. Все внизу такое маленькое. Wait till you see my home. Когда ты увидишь мой дом, It's big. он большой. They passed by the moon, Пролетели Луну, and there was nobody there. а там не было никого. And they passed by Mars, Пролетели Марс, and there was nobody и there. там не было никого. And they went through the extragalactic nebulae, Пролетели через галактики, and nobody was there. и там не было никого. And then he saw a bright light, И затем увидел яркий свет, brighter than the sun. ярче, чем солнце. Oh God, Бог, what is that? что это? Always says, that's my home. О, это мой дом. Says your eyes are going to be strengthened, Твои глаза укрепятся, and you'll be all right. и с тобой будет все хорошо. He says, see those gates? Видишь ворота? They're only 1,500 miles high.
Им всего 1500 миль в высоту. Says my city here, the New Jerusalem, мой город, Новый Иерусалим, is bigger than the whole continent of Europe. Больше, чем весь континент Европы. Just my city. Мой город. And says my throne. А вот мой престол. Is as high as the city. Он выше, чем город. My throne is 1500 miles high. Мой престол 1500 миль в высоту. Все богатства всех веков лежат под моим престолом. Ты увидишь все. И мы будем ужинать вместе. Слышишь пение? Посмотрите, поднимите ваши верхи врата. Откройтесь двери вечные. Пусть Енох войдет в город вечный. И ворота начали открываться. И на него одели плащ. И на него одели плащ Божьей праведности. И Енох, он до сих пор ходит с Богом. Аллилуйя! What is faith? Что такое вера? Walking with God. Это хождение с Богом. You're going to walk with filthy sinners. Если вы будете ходить с грешниками, and you're going to listen to their dirty jokes, и вы будете слушать эти грязные шутки, and you're going to look at pornographic films, и вы будете смотреть порнографические фильмы, you're not walking with God. То вы не будете ходить с Богом. To walk with God, you have a holy heart. Для того, чтобы ходить с Богом, вам нужно иметь святое сердце. And you walk in holiness. И вы будете ходить в святости. And that is what faith is. И это то, что такое вера. Faith is walking with God. Вера — это хождение с Богом. We've already talked about verse 6. Мы уже говорили о 6 стихе. So if you go to verse 7, если вы пойдете в 7 стих, it says, by faith, там сказано: верою Ной built an ark. Построил корабль. Ной? What is faith? Что такое вера? Faith. Вера is working for God. Это трудиться для Бога. Ask every pastor here. Спросите любого пастора здесь. It's so hard to get people to work for God. Так трудно заставить людей работать для Бога. You can only work for God by Вы можете работать для Бога только the amount of faith in your heart. Мерой веры в вашем сердце. Here was Noah. Вот Ной. He hated sin. Он ненавидел грех. The sons of God, сыновья Божьи, who were the priesthood of Melchizedek, по священству Мелхиседека, had intermarried with Adam's seed, они поженились на семени Авраамова, created monsters. И появились монстры. They had heads that big. У них были большие головы, they stood 10 foot tall. И они стояли очень высокие. And they were full of evil. И они были полны зла. And God said, и Бог сказал: if I don't hurry, если я не потороплюсь, the seed of the woman то семя женщины will not be able to save mankind. Не сможет спасти человечество. Genesis 3:15. Бытия 3:15. I said that her seed Я сказал, что ее семя would bruise the head of the serpent. Оно поразит голову змея. But if I don't do something Но если quickly, я не сделаю что-то быстро, there will be no seed not contaminated. То уже не будет незараженного семени. He found Noah. И Бог нашел Ноя said, you're a good man. И сказал: ты хороший человек, you love to preach. Ты любишь проповедовать. The Bible calls him a preacher of righteousness. Библия называет его проповедником праведности. He was a holiness preacher. Он был проповедником святости. He preached to men how to live. Он проповедовал людям, как жить. And God said to him, Бог сказал ему: Noah, Ной, I've got to destroy the earth. Я должен разрушить землю. Or I cannot bring a savior. Я не могу сейчас дать спасителя. His blood has to be pure. Его кровь должна быть чистой. And if the seed of the sons of Melchizedek ever get inside, then I have no savior. И если семя сынов Мелхиседековых когда-нибудь распространится, то уже не сможет быть спасителем. Because there will be no seed that's pure. Потому что не останется чистого семени. Your seed is pure. А твое семя чистое. You and your wife. Ты и твоя жена. And your 3 sons. И 3 твоих сына. Build me an ark. Постройте мне корабль. Put all the clean animals inside that ark. Введите туда чистых животных. And I'll send waters upon the earth. И я пошлю воды на землю. And I will destroy и я разрушу the sin, грех, the corruption, разрушу гниение, the rebellion against разрушу бунтовство против меня. And Noah said, и Ной сказал: I don't know what you're talking about.
Не знаю, не понимаю, о чем ты говоришь. I'm a farmer. Я фермер. I plant corn. Я сажаю семени. I don't build boats. Я не строю корабли. And all this water you talk about, а вся эта вода, о которой ты говоришь, I've never seen it anyway. Никогда не видел ее нигде. God said, Бог сказал, there's the blueprints. Вот как это будет. Build that boat. Построить такой корабль. Save your family. Спасешь семью. And save all clean animals. И спасешь всех чистых животных. And Noah, Ной, the Bible says, Библия говорит, began doing that начал делать это, when he was 500 years old. Когда ему было 500 лет. That was a little old to learn a new trade. Немного старый человек, правда? When he was 600 years old, когда ему было 600 лет, he finished the boat. Он закончил строить корабль. 100 years. 100 лет. Every day. Каждый день. Nailing in another nail. Вбивая гвоздь за гвоздем. Putting up another plank. Беря доску за доской. And the world laughed at him. Мир смеялся над ним. Oh, crazy Noah. О, этот сумасшедший Ной. Out in the cornfield. Как у тебя идут He's дела? Building a boat. Вместо того, чтобы заниматься полями, он строит корабль. Water. А нету воды. You can't float a boat in a cornfield. Ты не сможешь плавать на своем корабле по пшеничному полю. Ной сошел с ума. And they would make fun of him. И над ним смеялись. They would come and dance around his boat. Приходили и танцевали вокруг его корабля. And laugh at him. И смеялись над ним. And he kept building it. А он продолжал строить. I want to tell you something. Я хочу сказать вам что-то. When I started preaching, когда я начал проповедовать, there were hundreds of young men that started at the same time. Было сотни молодых людей, которые начали это делать со мной. You want to know the truth? Хотите узнать правду? None of them are out there tonight. Ни один из них сегодня не проповедует. They're either dead, они или мертвы, or in a hospital somewhere. Или в больнице где-нибудь. Not one of them. Ни один. Out there working for God. Не трудится сейчас для They're Бога. all gone. Они все ушли. I want to tell you something. Хочу сказать вам что-то. Working for God is precious. Работать для Бога — это драгоценность. You don't think it's hard work. Если вы думаете, что это тяжело, you should have been with us today. То вы должны быть с нами сегодня. Сегодня, перед тем, как сесть в этот город, мы над ним час целый кружились. И около 2 часов ждали там, потому что была задержка рейса. Ты можешь себя всего измотать, пытаясь делать дела Бога. Некоторые останавливаются, некоторые умирают. А некоторые продолжают маршировать вперед. Аллилуйя! 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 Ной не остановился. 100 лет не останавливался. Он был верный человек. Он завершил корабль. Взял свою семью внутрь. Всех чистых животных взял. И Ной спас цивилизацию. Как? Верой. Он никогда раньше не видел кораблей. Никогда раньше не строил кораблей. Но у него была вера в Бога. Он доверял Богу. И это действовало. Хочу сказать вам что-то. Бог может благословить вас. И я люблю изучать все эти аспекты веры. Если вы найдете одну из моих книг «Вера, преобразующая мир», прочитайте ее несколько раз. И найдите, что такое вера. Это сила, которую этот мир не может иметь. Но Божий народ может иметь это. Все, что вам нужно делать, это отдать свое сердце Иисусу. Библия говорит, каждый верующий имеет меру веры, которая ему дана. Когда вы спасены, как сегодня,
God gives you a measure of faith. Бог дает вам меру веры. And then you start planting it. И затем вы начинаете сажать. And you start using it. И начинаете использовать And ее. it's amazing what you can do. И это восхитительно, что вы можете сделать. I came from a poor family. Я сам родился в бедной семье. We didn't have much when I was a boy. У нас не было очень многого, когда я родился. But my mother taught us faith. Но наша мама учила нас вере. And today, и сегодня we can buy a ship to take food to the hungry. Мы можем купить корабль, чтобы привезти пищу голодным. We can buy giant airplanes. Мы можем покупать большие самолеты, to send food to the hungry. Чтобы посылать пищу голодным. We have sent food all over this nation. Мы посылали пищу по всей этой нации. Sent a shipload of food. Мы прислали корабль полный пищи. Our C-130 has been in all the great cities from above the Arctic Circle to the Black Sea. Наш самолет С-130 транспортный был по всему пути от Полярного круга до Черного моря. We have sent millions of dollars of food to this country. Мы послали пищу в эту страну на миллионы долларов. And I had no money. А у меня нету денег. I had to trust God for it. Я должен доверять Богу, что они будут. I had to pray for it. Я должен молиться о них. And God и Бог, provided for it. Он дает их нам. Now, if God can get that into your heart tonight, если Бог сможет вместить это в ваше сердце сегодня, you can be a person you never were before. Вы сможете стать человеком, которым вы никогда раньше не были. God can change your destiny. Бог может изменить вашу судьбу. God wants to change your destiny. Бог хочет изменить вашу судьбу. And they that hunger and thirst after God, те, кто жаждут и алчут Бога, they're going to be filled with God. Они наполнятся Богом. God is here right now. Бог, Он здесь прямо сейчас, to bring you to Jesus, чтобы привести вас к Иисусу, for your sins to be washed чтобы away, ваши грехи были прощены, and for you to become a child of God, и чтобы вы стали детем Бога, and to begin the walk of faith чтобы to heaven. Вы начали идти путем веры в небо. It's the best life in the world. Это самая лучшая жизнь в мире. You don't know what's going to happen tomorrow. Вы не знаете, что произойдет завтра. But you find out tomorrow what's going to happen. Но завтра вы обнаружите, что завтра And произойдет. it's always exciting. И это всегда восхитительно. And God is calling all of us И Бог призывает всех нас to a life of faith. к жизни верой. Now, it won't be like any of these. Нам не обязательно нужно быть такими, как они. Because God does an individual thing in every heart. Потому что Бог делает что-то индивидуальное в каждом сердце. He won't bless you as he did Moses. Он не может благословить вас, как You're Моисея. not going to find a tree with a fire in it. Вы не найдете куст, который горит и не сгорает. But God has a way of dealing just with you. Но у Бога есть путь, как поработать с вами. And God is ready to bless this nation. И Бог готов благословить этот народ. With men that have changed this nation. Теми людьми, которые изменят этот народ. I am meeting young men across this country. Я встречал молодых людей по всей стране, that have real courage. У которых есть смелость. And they have faith in God. И у них есть вера в Бога. And they're changing this country. И они изменяют эту страну. Hallelujah! Аллилуйя! This is Russia's time. Это время России. This is our opportunity. Это наша возможность. You might not just stay in Russia. Вы, возможно, не можете... There's India that needs a devil cast out of it. Вы можете идти по всей России, есть те бесы, которых нужно изгонять. Есть Китай, в котором живет миллиард людей, которым нужен Иисус. Африке нужен Иисус. Латинской Америке нужен Иисус. У нас есть большое открытое поле. И мы не знаем, как Бог будет использовать вас, но мы знаем, что Он будет использовать вас. Я чувствую себя так хорошо в этой стране. Expectant that God's going to do amazing things. У меня такие ожидания, что Бог будет делать восхитительные дела в этой стране. И я хочу, чтобы вы были частью этого. How can you? Как можете вы сделать это? Faith in God. Верой в Бога. And if the word faith bothers you, и слово вера раздражает ли оно вас? Let's call it trust in God. Давайте назовем это доверие Богу. How far can you trust God? Насколько вы можете доверять Богу? And then can you trust Him more and more? И вы можете доверять Ему тогда больше и больше. And you can be a great person. Вы сможете стать великим человеком in God. В Боге. Right now, прямо сейчас. I want every person here, я хочу, чтобы каждый человек здесь, who does not know Jesus as a который personal не Savior, знает Иисуса как своего Господа и Спасителя, I want you to begin your walk of faith. Я хочу, чтобы вы начали с сегодняшнего дня хождение верой. I want you to come to Jesus. Придите сейчас к Иисусу. I want you to come right now. Придите прямо сейчас. Let us all stand. Давайте все встанем. And all of those that want to know the Lord, и те, кто хочет познать Бога, you want to know Him personally, кто хочет узнать Его лично, you want to know Him in your
heart, те, кто хочет узнать Его в своем you сердце, come and stand right here. придите и встаньте сюда We're вперед. going to believe God with you И мы будем верить в Бога for вместе the с mighty вами, miracles of God. что великие чудеса Бога произойдут. You can come right now. Придите сейчас. Come down these aisles. Придите по этим проходам. Everyone that wants to know God. Каждый человек, который хочет узнать Sinner Бога, friend, come. придите сейчас. Backslider friend, come. Приди, грешник, сюда. Отпавший от веры, приди сюда. Руки Иисуса открыты сейчас. Come running down these aisles. Приди сейчас сюда. Don't walk. Не иди. It's not time to walk. Это не время It's time to не run. спеша идти. Беги To сюда. run to God. Беги к Богу. You in the back. Вы сзади. We'll wait for you. Мы ждем вас. I believe you, Lord, Я верю Тебе, Господь, to save every one of these right now. что Ты спасаешь каждого человека здесь Put a new сейчас. heart in Ты them. вкладываешь новое сердце сейчас в них. Put faith in their hearts. Ты вкладываешь веру в их сердца. Let the new life come Пусть новая жизнь придет, that will cause them to walk with God. которая будет и близко держать We их к believe Тебе. you for it Мы now, верим Lord. в Тебе сейчас, Господь, And these that are sick, и те, кто больны. sickness, Болезнь, get out of here. уходи отсюда. Go now. Уходи сейчас. Go now. Уходи сейчас. Go now. Уходи сейчас. I command Я you. повелеваю тебе. Be healed. Будь исцелен. Будь исцелен. Hallelujah. Аллилуйя. Pain, leave this room. Боль уйди. Blindness, leave this room. Слепота уйди из этого зала. Cripples, Хромые, get up out of those chairs. сейчас вставайте со своих кресел. Begin to walk with God. Начните ходить с Богом. Begin the miracle of God. Начните ходить в чуде Божьем. Right now. Прямо сейчас. Right now. Прямо сейчас. Right now. Прямо сейчас. Right now. Прямо сейчас. Hallelujah. Аллилуйя. Hallelujah. Hallelujah. Аллилуйя. We come against every wicked demon of hell. Мы идем против каждого злого беса из ада. We rebuke Satan. Мы запрещаем тебе, сатана. We command him to go Мы now. повелеваем тебе уйти, And these people be set free. чтобы эти люди были свободны. Set free by God's power. Свободны Божьей силой. Аллилуйя. Аллилуйя. Hallelujah. Аллилуйя. We believe you for it, Lord. Мы верим тебе в это, Господь. Change this great city. Измени этот великий город. The devil's a liar. Дьявол лжец. It does not belong to him. Этот город не принадлежит ему. It belongs to Jesus Он Christ, принадлежит Иисусу Христу, King of kings, Царю царей, Lord of lords. Господу It господствующих. belongs to him. Принадлежит Ему. And we give it to him И мы отдаем его Ему right now. прямо сейчас. Hallelujah. Аллилуйя. Hallelujah. Аллилуйя. Hallelujah. Аллилуйя. Praise God.